К актуальной информации по COVID-19. В Коми за последние сутки плюс 78 новых зараженных, выписано 38. Летальных исходов за выходные стало больше на 5. В траурном списке с начала эпидемии уже 69 человек. В связи с этим руководители органов власти на местах, несмотря на постепенное снятие ограничений по COVID-19, призвали сохранять бдительность. Для них, как одновременно еще и председатель комиссии по предупреждению ЧС, был организован выездной учебный семинар. Главный санитарный врач региона Людмила Глушкова рассказала, как и где в Коми происходило заражение. Обратила внимание на немалую роль в статистике прироста вахтовиков, а также замкнутых помещений с большим количеством людей. Ну и исходя из этого, попросила глав, в частности, продолжить температурный контроль и масочный режим. А исполняющий обязанности главы отметил, что действия руководителя муниципалитета являются определяющими с точки зрения ликвидации чрезвычайной ситуации. Причем важен как период вовлечения дополнительных ресурсов, так и оперативная финансовая помощь гражданам. Вот как свежие данные и другие новости республики прокомментировал исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации. Что касается эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждены 5816 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за минувшие сутки 78 человек. Под медицинским наблюдением 2299 человек. Выздоровели 4632 человека. За сутки выздоровело 38 человек. Соответственно, недостаточно, потому что заболели больше. И я снова напоминаю о масочном режиме. Видите, у нас начинается рост. Значит, нам нужно беречь друг друга и обязательно в общественных местах быть в масках. В республике продолжается дорожная кампания в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонтируются дороги регионального и межмуниципального значения. Уже завершается ремонт и реконструкция дорог в Сыктывдинском, Сысольском, Усть-Куломском и Карткировском районах на участках общей протяженностью свыше 24 километров. В Сыктывкаре завершены работы на 28 объектах улично-дорожной сети. 15 из них уже сданы в эксплуатацию. Всего в этом году в рамках нацпроекта будут отремонтированы 38 участков от автодорог в столице республики. В Коми уже реализовано 35 проектов в рамках народного бюджета. Успешнее всего идет реализация в Сысольском, Усть-Цилимском районах, где уже исполнены по 4 народные инициативы. Это проекты по ремонту дорог, благоустройству, сфере образования, занятости, развития агропромышленного комплекса и этнокультурной направленности. Всего до 1 декабря будут реализованы 237 проектов с общим объемом финансирования из республиканского бюджета 124 миллиона 100 тысяч рублей. В сфере физической культуры и спорта в рамках народного бюджета в этом году будут реализованы 18 проектов. В 14 городах и селах республики появятся уличные спортивные тренажеры под навесом, спортплощадки для игровых видов спорта и комплексы для подготовки и выполнения испытаний ГТО. Например, благодаря народному бюджету в деревне Чарка-Бош Ижемского района рядом со школой появится спортивная площадка. Необходимое оборудование было доставлено в деревню буквально на этих днях. Это стало хорошим подарком к Дню физкультурника, который наша страна отметила 8 августа. И о Дне физкультурника. На самом деле это очень замечательный праздник, который объединяет тренеров, учителей физкультуры, спортсменов, да и просто всех людей, кто ведет здоровый образ жизни. В Республике Коми физкультуре и спорту уделяется особое внимание. Мы создаем условия для того, чтобы занятия спортом становились доступнее, чтобы все больше мальчишек и девчонок в самых отдаленных уголках нашей республики могли заниматься спортом и идти по стопам прославленных олимпийских чемпионов, таких как Раиса Петровна Сметанина, Николай Серафимович Бажуков, Василий Павлович Рочев. Уважаемые жители республики, это все основные новости
которые я хотел сегодня вам рассказать. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.